кратким выпуском новостей Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Главное к этой минуте. Итак, сегодня единый день голосования по всей стране. В Татарстане проходят 4 избирательные кампании. Выборы президента республики, до выбора депутатов Госдумы и Госсовета и муниципальных депутатов. Татарстан показывает высокую активность избирателей. Это уже отметил ЦИК России. Итак, согласно данным государственной автоматизированной системы выбора, официальная явка по Татарстану на 15 часов дня составила 68,84%. В лидерах Апастовский, Атнинский и Заинский районы. Там и явка больше 89%. Высокие показатели явки в Татарстане прокомментировал по видеосвязи сегодня журналистам в Едином информационном центре президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Есть несколько причин, связанных с общей атмосферой, которая сложилась в республике накануне выборов. С одной стороны, прошла пандемия, которая все-таки скорее сплотила, а не расколола общество. Момент второй – это празднование столетия республики. А это все-таки обычно всегда такое мероприятие, это всплеск социального такого оптимизма, это завершение подготовки строительства тех или иных объектов, несмотря на карантинные ограничения. Итак, как эксперты оценивают ход выборов в Татарстане? Об этом сейчас говорят в Едином информационном центре. И там сейчас работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Тебе слово. Добрый выборный день, Алексей. Работа в информационном центре практически не прекращается ни на минуту, разве что вот такие небольшие паузы, когда журналисты могут немного передохнуть. Но здесь после обеда выступил ряд политологов и социологов, среди которых были Михаил Виноградов, Алексей Чесноков, Виктор Потуремский. Все они отметили высокую явку в республике, и то, что это не стало для них неожиданностью. Также они рассказали о влиянии пандемии вообще на избирательные кампании, на ход голосования. И сейчас я предлагаю послушать Антона Лукаша, представителя корпуса «За чистые выборы», который выступил здесь буквально пару минут назад. Давайте узнаем его мнение, что он для себя отметил в ходе выборов в республике. Неплохо у вас дела обстоят с наблюдателями. То есть порядка 5700 человек представлено. Еще из общих моментов, очень интересных, и, на мой взгляд, передовых, это привлечение блогеров к процессу общественного наблюдения. Я скажу свое личное мнение, это мудро. И интересная деталь, буквально за секунды до начала прямого эфира здесь сгорела лампочка, настолько здесь все серьезно и напряженно, и мы продолжаем работу, впереди у нас здесь выступление политологов, председателя Совета муниципальных образований республики, и самое главное, цифры явки, экзит-полы, все именно здесь, так что на связи, Алексей. Спасибо, Салават. А мы продолжим. Под прицелами камеры с селфи на участках сегодня свои голоса на выборах отдали президент республики, государственный советник, премьер-министр и глава парламента Татарстана. Они по традиции пришли на участки в первой половине дня. Все подробности у Елены Веселовой. В половине 11 утра на 42-й избирательный участок Казани вместе с супругой входит Рустам Минниханов. Проявляет галантность и дает первой леди право первой сделать выбор. Затем голосует и сам. В первой половине дня Минтимир Шаймиев заходит на избирательный участок. Привычно свой голос на выборах государственный советник республики отдает на участке номер 1749. Первый. Вы у нас первый всегда. Как обычно, этот процесс происходит под многочисленные вспышки фотокамер. Сегодня не исключение. Президента приглашайте без него. На участке номер 241 в Казани Алексей Песошин получает обязательный пакет со средствами защиты. Здесь перчатки и маска. Надев их, премьер отправляется за бюллетенем, и выбор сделан. До свидания. А Фарид Мухаммедшин сегодня оказался под прицелом смартфона. Председатель Госсовета вместе с супругой проголосовал на базе 116-го лицея. Это стало поводом для селфи. Давай, слово. Настроение хорошее. Соответствует той погоде, которая сегодня прекрасный солнечный день. И не только в Казани, практически по всей республике. Голосование первых лиц республики проходит под вспышки фотокамер, памятные фото на участках и внимание со стороны наблюдателей. Елена Веселова, Рамиль Шайдуллин, Файруза Мазитова, Александр Ламбанов, ТНВ, Казань.
Заполнили свои бюллетени и проголосовали сегодня и кандидаты в президенты республики. На каких участках и с каким настроем они делали выбор, расскажет Салават Мухаммадуллин. Ровно в 9 утра и не один на избирательный участок номер 411 на проспекте Победы в Казани пришел кандидат в президенты Альфред Валеев. В кабинке для голосования он надолго не задержался и сделал выбор буквально за пару минут. Важно, чтобы дальше Татарстан и наша Россия процветала. Кандидат в президенты республики Олег Коробченко выбрал для голосования мобильный избирательный участок в Набережных Челнах. Маска, дезинфекция рук, отдельная ручка – все согласно протоколу. После заветной галочки – селфи. Сейчас очень модно делать фотографию, за кого ты проголосовал. Поэтому я не буду отличаться ни от других и тоже сделаю селфи. Сделал свой выбор в единый день голосования и кандидат на пост президента Татарстана Альмир Михеев. На голосование он пришел на свой избирательный участок в Казани в поселке Мирный. Кандидат заполнил 3 бюллетеня. 1 по выборам президента и 2 по голосованию за претендентов в Казанскую городскую думу. Голосовать важно и нужно. Поэтому голосование, я считаю, это не только право, но и обязанность. Здравствуйте. В хорошем настроении с утра на свой участок пришел проголосовать и Владимир Сурчилов. При входе ему измерили температуру, и кандидат получил бюллетени для голосования у членов избирательной комиссии. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Председатель ЦИК Андрей Кондратьев проголосовал на своем участке, расположенном на территории 75-й гимназии. Он пообщался с членами избиркома, пожелав всем сил и терпения до окончания избирательного процесса, опустил бюллетень в урну. Я это искренне понимаю. Среди меня тоже без не участвовал. Ну, прошу уж вас, давайте выдержим. Выдержим, хорошо, обязательно. Сегодня единый день голосования. Каждый час на нашем канале смотрите информационные выпуски о ходе выборов. А вечером в прямом эфире вы увидите и концертную программу «Ак Барс Арены». До скорой встречи.